Прямые линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства всегда пользуются особой популярностью среди населения нашего района. Одна из таких линий прошла на этой неделе в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. В основном звонки поступали из поселков Вайвож и Нижний Одес. Причем вопросы касались не сколько обслуживания многоквартирных домов, сколько общей ситуации в поселках. Так нижнеодесцы пожаловались на плохую уборку тротуаров от снега. По словам руководителя администрации поселка, работа в этом направлении ведется. Вся техника на сегодняшний день работает на дорогах, частично чистят тротуар. Вчера вечером он уже прошел по улице Школьной, сегодня-завтра до конца недели все это приведут в нормативное состояние, все будет вычищено. Тема уборки снега стоит на особом контроле правительства региона. На это акцентировал внимание начальник управления ЖКХ. Другими словами, последствия снегопадов на территории района нужно устранять оперативно. Волновал дозвонившихся и транспортный вопрос. Так, жители Вайвожа посетовали на плохое техническое состояние социального автобуса. Он возит сельчан в соседнюю Ухту. Автобус уже дважды ломался, в салоне холодно, а пользуются им в основном пенсионеры. По словам руководителя администрации Вайвожа, этот рейс сформирован региональным Минпромом, которое и контролирует работу данного перевозчика. Тем не менее, по словам Галины Кулинча, администрация Вайвожа обязательно направит в министерство письмо с ходатайством о замене автобуса. Обращались на прямую линию и горожане. Так, жительница Сосногорска пожаловалась на то, что в ее квартире холодно. Поскольку управление домом осуществляет компания «Лидер», Светлана Чупрова заверила, что специалисты управляющей компании сделают необходимые замеры. Диагноз «рак» зачастую воспринимается как приговор. Но, к счастью, далеко не всегда все безнадежно. Вопреки расхожему мнению, заболевание часто удается вылечить. Тем не менее, рак – это одна из основных причин смертности, так как во многих случаях диагноз ставится слишком поздно, и тогда даже самые передовые медицинские технологии и препараты уже никак не могут помочь. Более внимательно смотрите на свои кожные покровы. Вдруг появилась какая-то родинка. Если ваша родинка видоизменилась, то есть она у вас была несколько лет, но вы смотрите, что она в последнее время как-то у вас видоизменилась. Цвет, форма. Здесь обязательно надо обратиться. Потом вы самоосматриваете опять же себя. Это и пальпация молочной железы, которую женщина может произвести в принципе самостоятельно, ничего сложного в этом нету. А если вы у себя обнаружили какое-то образование, более плотное на ощупь, которого вы раньше не замечали, это тоже уже тревожный звонок. Обязательно надо обратиться к доктору. Главный залог успеха в лечении злокачественных опухолей – это ранняя диагностика. Чем раньше станет известно о проблеме, тем больше шансов победить болезнь. Еще лучше, если заболевание удастся предотвратить. Поэтому в данном случае профилактика крайне важна. От ее эффективности будет зависеть продолжительность и качество жизни. Ну, к сожалению, в последнее время на первое место у нас стали выходить, скажем так, мы между собой, медики, называем это рак наружных локализаций. Это когда у женщин на первое место выходит рак молочной железы, рак кожи, рак горла, губы. То есть тот рак, который, в принципе, мы сами дома можем увидеть и что-то заподозрить у себя. Затем у нас также остаются лидерами это рак легких, желудок и кишечник. Поэтому на сегодняшний день мы продолжаем призывать наше население к тому, чтобы они не игнорировали ни профилактические осмотры, ни диспансеризацию. В наше время государство делает для нас все возможное, чтобы мы не обращали как можно больше внимания к своему здоровью. И это действительно так. К примеру, в медучреждениях республики весь февраль проходят массовые акции по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Так, в Сосногорске, Вайвоже и Нижнем Одесе по субботам с 8 до 13 часов все желающие могут оперативно проконсультироваться и пройти осмотр специалистов разного профиля. В дальнейшем при необходимости пройти специализированные исследования на выявление возможных онкологических заболеваний. Диагноз рак уже не является безнадежным. Все зависит от стадии, когда он выявлен. Если человек внимательно относится к своему состоянию, если регулярно осматривает себя, когда идет в душ или в ванну, когда обращает внимание на любую опухоль, которая возникла там, неважно, она от удара или от чего-то, и обращается своевременно к врачу, рак излечим, и как раз 100%. То есть раки первой и второй стадии сейчас считаются излечимыми 100%.
И здесь не важно, какой будет метод лечения. Либо это будет оперативное лечение, и в республике оно проводится сейчас на высоком уровне. Республиканский онкодиспансер проводит операции даже с привлечением специалистов из Москвы или из Санкт-Петербурга. Предотвратить заболевание нетрудно. Надо просто внимательнее относиться к своему здоровью. И первый шаг вы можете сделать уже в эту субботу. Для этого необходимо обратиться либо в регистратуру, либо в кабинет профилактики своего лечебного учреждения. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис. Танцы, песни, театральные постановки – и все это праздник родного языка. Настоящий коми-баттл прошел в стенах 3-й Сосногорской школы. Мы каждый год проводим какие-то новые мероприятия по коми-языку. Ну и в этом году, так как я еще раз говорю, 21 февраля как раз-таки Международный день родного языка, мы решили провести вот такое соревнование коми-баттл. В каждой номинации у нас ребята занимают какие-то места. Например, в номинации коми-песня 1, 2, 3 место, в номинации танцевальный конкурс и в номинации актерское мастерство. Около полусотни участников, а это ученики 6-8 классов, разделились на 7 команд. Каждая представляла отдельную школу. Изюминка соревнований в том, что все песни и сценки ребята исполняли на коми-языке. Так популярна несколько лет назад песня группы «Фабрика» сегодня обрела новую жизнь. Кроме песен, важным этапом состязаний стали театральные постановки. Мы будем показывать сценку «Винни-Пух и Пятачок». Будет у нас танец «Зарнянь», «Золотая баба» и песенка «Коми-му». Там, получается, Пятачок, он ходит за зонтиком и рассказывает о медведе. А медведь рассказывает о Винни-Пухе. В конце, то есть мы залазим на дерево, там происходят всякие юмористические сценки. Так появляется Винни-Пух. Кадетская школа представила на суд жюри сценку по мотивам сказки «Муха-цокотуха». У нее день рождения, и каждый насекомое приходит и говорит: «Хоть день рождения». Здесь присутствует овод, бабочка и муравей. Я муха-цокотуха. Вот так вот выглядит коми-муха? Нет, поэтому у меня сборный образ. У них есть маски, а у меня я муха только на словах, можно сказать. Впрочем, первое место в номинации «Актерское мастерство» кадетская муха-цокотуха не заняла. А вот коми-песня в исполнении кадетов, по мнению жюри, стала лучшей. Победу же в театральном этапе конкурса одержала юмористическая сценка, представленная участниками Устюхтинской школы. Я играю роль сына, я сплю. Меня будет мама и отец. Я директор школы, я не хочу идти в школу, говорю, что меня там достают их дети и их родители. Победу в номинации «Лучший танец» одержала 2-я Сосногорская школа. Как поделились сами школьники, такие соревнования на родном языке им пришлись по вкусу. Да и в вопросе, нужно ли им учить коми-язык, ребята уверенно говорят «да». Потому что это наш родной язык, мамы наши учили, папы. Дань уважения какая-то все-таки должна быть. В общем же зачете победу одержали учащиеся школы номер 2. 2-е место жюри присудило 3-й Сосногорской школе. Бронза у воспитанников школы номер 4. Прыжок с места, наклон вперед, рывок гири и ряд других испытаний ждет сосногорцев в рамках зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Муниципальный этап стартует в ближайшие выходные. В этот раз выполнять нормативы комплекса будут работники железнодорожного транспорта. Первый этап в субботу. Все желающие смогут сдать норматив «Бег на лыжах». Дистанция 2, 3 и 5 километров. Начало ровно в 11 часов. Регистрация начнется за час до старта. Второй этап уже для железнодорожников пройдет в воскресенье в спорткомплексе «Метеор». Участников будут ждать испытания согласно своей возрастной категории. Испытания могут быть следующие, то есть это прыжок с места, толчком 2 ногами, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, это для мужчин 16 килограмм, и наклоны вперед стоя, касаясь руками до пола, 2 руками до пола. И
поднимание туловища из положения лежа на полу. Комплекс ГТО набирает популярность по всей стране. Все больше людей хочет быть со спортом на «ты». И в нашем районе для этого есть все условия. К тому же уже в феврале влиться в движение «Готов к труду и обороне» можно будет не только с пользой, но и с выгодой. Как отмечают в пресс-службе нашего муниципалитета, в первый день февраля в группе «Сосногорский район» официально в социальной сети ВКонтакте стартует конкурс для новых активистов комплекса ГТО. Победителей ждут ценные призы. Среди призов мы обещаем годовой абонемент в тренажерный зал, сертификат на покупки в спортивном магазине на сумму 5000 рублей и годовой сертификат на 50% скидку на массовое катание в Ледовый дворец Звездный города Сосногорска. Победители будут определять среди тех, кто зарегистрировался в системе комплекса ГТО с 1 по 15 февраля текущего года и выполнил все условия конкурса. Зарегистрироваться нужно на сайте gto.ru, получить уникальный идентификационный номер, ID, быть участником группы «Сосногорский район» официально. В статье о конкурсе, в комментариях указать номер свой ID и сделать репост этой записи. Имена победителей определят программой «Генератор случайных чисел» 16 февраля текущего года. Уже завтра Сосногорск вместе со всей страной встанет на лыжи. Главное спортивное событие года «Лыжня России», как всегда, станет самым масштабным. Любители и профессионалы, школьники и пенсионеры. И все разделят одну лыжню. Обещают, что температура воздуха будет где-то в пределах минус 13 градусов. Это хорошая погода, самая оптимальная для того, чтобы не отказывать себе в удовольствии провести этот выходной с пользой. Лыжня России в Сосногорске – это не просто гонка. 10 февраля стадион Черемушки станет настоящей спортивно-развлекательной площадкой. Игры, конкурсы и, конечно же, любимые зимние забавы. Катание на собачьих упряжках, бои на подушках, перетягивание каната и метание валенков. Как говорится, каждый для себя сможет найти развлечение по душе. Каждого сосногорца мы приглашаем на Лыжню России 2018. Приходите, будет интересно, поддержим друг друга, приходите с семьями, будет весело. Вместе со всей страной. Как отмечают организаторы, после массового забега для начинающих спортсменов состоится мастер-класс. Его проведет участница зимней Олимпиады в Сочи Юлия Иванова. К слову, эта Лыжня России еще и отличный шанс сделать поистине доброе дело. Оказать посильную помощь юному сосногорцу Кириллу Жаренкову. Уже много лет родители помогают ребенку бороться со страшным диагнозом ДЦП. И любая сумма может помочь Кириллу выйти на новое качество жизни. Напомним, старт Лыжни России в субботу, 10 февраля, ровно в 11. Приходите и проведите отличный день с пользой на свежем воздухе. – 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос.